Дома на улице Хабаровской вместе с родителями приехала в квартиру, где накануне поругалась с мужем. Мужчина, открыв дверь, застрелил тещу и ранил тестя, после чего совершил самоубийство. Началось расследование. В Москве сейчас 21 градус. Сегодня в течение дня 21-23. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Елена Лиховская, служба информации, Эхо Москвы. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Центр современного искусства «Облака» и радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляют программу «Парк искусств». Дорогие друзья, добрый день. В эфире программа «Парк искусств». Я ее ведущий, руководитель проекта «Парк искусств» Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин. Сегодня, как, впрочем, и всегда, в нашей студии человек-гость, чьи идеи, чьи проекты, чья деятельность меняет нашу жизнь к лучшему. Она делает ее немножко слаще, вернее, много слаще, профессионально слаще. Но начнем мы по традиции с анонсов от руководителя Центра современного искусства «Облака» Зарина Гайсина. Зарин, привет. Добрый день всем. Добрый день, Сережа. И прочитаем анонсы культурных событий. Зарин, начинай, а потом я как-нибудь подхвачу тоже. Сергей. С 16 по 19 августа на ВДНХ Экспо проходит международная специализированная выставка зооиндустрии «Зооэкспо-2018». Не совсем культурное событие, но очень захотелось об этом рассказать, потому что оно очень милое. Показательные выступления для посетителей «Зооэкспо-2018» планирует провести Федерация ездового спорта и поисково-спасательные службы. На выставке также пройдут мастер-классы и показательные дрессировки от юных хендлеров. В рамках выставки пройдут шоу-показ модной одежды, где модели пройдут под подиумы в сопровождении собак, отличающихся природной красотой и грацией. В общем, если вы хотите прийти посмотреть на братьев наших меньших, надо идти. Прям вот к гостю эта новость, потому что Сергей, он специалист по дрессировке, по дрессуре самых, наверное, сложных животных. Это животные социальные, да, или как они называются, Сергей? Это социальные с коллективным разумом. Это пчелы, представляешь? Вот с пчелами ты по подиуму не походишь просто так. А мы вообще сказали, кто у нас в гостях? Сергей Мулюков, «Башкирские пасеки», конечно. Да. И отрекомендовали в анонсах. Я назвал принцем башкирского меда, а Женя Куцуева сказала, что не-не-не, ты ошибся, это император. Сергей, привет. Привет. Жили-были король с королевой, и не было у них детей. Тогда к ним на помощь пришла колдунья, подарившая им волшебное яйцо, из которого появилась очаровательная принцесса. И было у колдуньи одно условие – осенью не выпускать принцессу из дома и ни под каким предлогом окна и двери не открывать. Но однажды король и королева забыли об этом наказе, и случилось... А что случилось, можно узнать, посмотрев спектакль «Принцесса Крапинка» 17 августа в Театре кукол в 12 и в 2 часа дня. Ух ты! Классно, Сергей, слушай. Сразу захотелось, да, своих мелких сводить. Понимаю, почему пчелы тебя слушаются. Друзья, а в субботу, 18 августа, в парке Якутова состоится фестиваль «Кумысники-2018». На фестивале свой кумыс представят более 15 производителей кумыса из разных районов Башкортостана. В 11:00 начнется кумысная ярмарка, которая продлится до позднего вечера. Ой, ребят, я без смеха не могу. Штука-то ведь ядреная такая. В ходе мероприятия можно будет попробовать десятки видов кумыса из разных уголков республики. В программе фестиваля также концерт, конкурсы и розыгрыши кумыса, стрельба из традиционного лука, фотовыставка «История кумыса и кумысолечения в Башкортостане». Будут работать аллея кумыса, аллея меда, аллея сувениров и блюд башкирской национальной кухни и фотозоны в этническом стиле. Да, очень приятные новости. Специально вам подложила мужчинам эти новости, чтобы вы улыбнулись. А также в субботу парк «Волшебный мир» празднует свой день рождения. Парку на Горсовете исполняется 18 лет, представляете? Всех детей ждет не только традиционное праздничное представление и пенная дискотека, но и классные подарки, бесплатное катание на аттракционах и мороженое. Начало в 2 часа дня. Пожалуйста, приходите все в субботу отметить этот замечательный праздник. Здорово. Ну, классно. Как обычно, Уфа богата на интересные культурные события, культурные и не только. Ну, а сейчас мы поговорим еще об одном замечательном событии, которое, наверное, немножко забылось, не празднуется, не отмечается так, как лет 100 назад. Это приближающийся
Медовый Спас. Я не знаю, он состоялся вчера. Вчера наступил праздник наш. Вот. То есть профессиональный праздник. Мы почему запланировали с тобой эфир с Сергеем на эту неделю? Потому что он приурочен как раз к этому большому главному событию пчеловодов. Сергей, расскажи, какой будет мед в этом году? Или какой он есть? Добрый день, уважаемые радиослушатели, коллеги. На самом деле, да, 2 дня назад уже был, 14 числа был Медовый Спас. То есть все, кто задействован в этой отрасли, поздравили друг друга с этим светлым праздником. Кто православный и священнослужители, они наконец-то осветили мед. Оказывается, по православию нельзя свежий мед есть, пока он не освящен. Все ждут, даже если хороший зрелый мед, все ждут 14 августа, чтобы его осветить, и уже после этого с чувством чистой совести можно этот мед уже свежего года употреблять. Если говорить про урожай 2018 года, ну, погода тоже была не идеальная. Лето по журналам пчеловодов, лето началось с 20 июня, что тоже очень поздно, то есть мы потеряли май и весь июнь. Были дожди, было холодно, но слава богу, что липа успела выстрелить, успела отмедоносить, и липу собрали. И сейчас вот по факту получается, всю сводку информации по Башкирии мы не собрали еще, она собирается, но липовый мед по сравнению с 3 последними годами очень хороший урожай по липовому меду, есть вариативность, разнообразие липового меда. Вот, ну, выпал пока цветочный мед, сборно-цветочный мед, вот с ним в этом году проблема, то есть с ним будет испытываться какой-то дефицит. Но в целом год хороший. С медом мы все будем, без меда не останемся. Стартуют вот ярмарки, да, на парке Якутова в субботу будет первая ярмарка медовая. В субботу же в Бурзяне будет фестиваль бурзянского меда. На прошлой неделе был фестиваль «Заповедный мед» в национальном парке Башкирия на Нугуше. То есть все, пчеловоды начали свою продукцию показывать, продавать, давать пробовать. Смотри, а компания «Башкирские паски» принимает участие во всех этих фестивалях? Да, абсолютно, да. То есть мы были в прошлой неделе и одними из спонсорами участвуем в субботу на фестивале бурзянского меда. То есть наш промысел, наше братьевое пчеловодство, конечно, нужно поддерживать. И благодаря даже этому промыслу, этой изюминке, я считаю, что мы выиграли право проведения Апимонии в 2021 году, потому что такого нет. На это очень сильно отреагировали Международный судейский комитет, который присудил право проведения в России, в Уфе в 2021 году. Слушай, мы в прошлом году, в том числе при твоем участии, спасибо, готовили выставку «Симбиоз», где принимали участие художники, мультимедийная выставка с разных стран мира. И буквально позавчера мне пишет Владислав Ханка из Штатов, из Мичигана. Он говорит: слушай, привет, я поздравляю там всю Башкирию с тем, что вы выиграли Апимондию, но не удержался, пригласил в следующем году показать, что у нас здесь будет, и, там, может быть, на Апимондию приедет. Скажи, пожалуйста, вот Наталья Павлова спрашивает, ну и, в общем-то, люди задаются вопросом: вот Башкирия, хороший мед, а есть какая-то проблема с антибиотиками? Откуда берутся? Есть, нет? Куда деваются? И что это такое? Что это за история? Проблема очень серьезная. Мы эту тему 6 лет уже педалируем, скажем так. Если первые 3 года нас отмахивались, говорили, что мы диссиденты, мы создаем лишнюю волну какую-то, и пошли негативные статьи в федеральных изданиях, что наша активность, она даже начала выходить боком для Башкирии, что там пошли статьи с заголовками: в башкирском меде обнаружили антибиотики. Другое дело, что все-таки мы этот пласт вскрыли, и это проблема российская. То есть проблема в том, что технический регламент Таможенного союза, по которому мы работаем, вся Россия и там ряд стран, там Казахстан, Беларусь, они не соответствуют международным требованиям по качеству меда. И, например, по остаточному содержанию антибиотиков разница достигает в 1000 раз. В 1000 раз у нас менее чувствительные параметры, чем в Европе и во всем мире. При сборе анализов. При выявлении качества меда. И, соответственно, все наше оборудование, все лаборатории, находящиеся на территории Российской Федерации, они заточены под текущие регламенты. То есть не нужно глубже изучать мед. Но и протоколы получают все хорошие в России. Ну, если этот мед дальше отправить в Европу, то там выявляется в 20-30 раз содержание антибиотиков превышает предельно допустимые концентрации. Эта проблема есть, наконец-то об этом услышали, этим сейчас очень активно занимаются профессионалы. Я надеюсь, что именно Уфа, Башкирия будет первым регионом, где появится первая аккредитованная лаборатория по международным стандартам. Ну, это нужно и для проведения Апимондии в том числе. Проблема это есть.
Откуда берутся антибиотики, тоже интересный вопрос. Мы уже 2,5 года ломаем копья над этой темой, потому что экспериментировали по-разному. У нас есть экспериментальные пасеки, где перестали последние 2-3 года использовать ветеринарные препараты, содержащие антибиотики на базе антибиотиков. Подключили ученых с Башкирской академии наук, и выявилась очень интересная картина. Перестали использовать антибиотики, а антибиотики появляются в меде все равно. Да? То есть оказалось все банально. Тот воск, та вощина, которая используется пчеловодами, она является как губка, накапливает из года в год десятилетиями те антибиотики, которые там отцы и деды их еще пользовались. Соответственно, этот воск, он в круговороте, он никуда не девается, то есть появляется воск, его везут на восковой завод, там делают вощину, ставят пчелам, и вот такой круговорот. И с каждым годом, десятилетием концентрация антибиотиков только увеличилась. При нагреве воска он не разрушается. И просто там какие-то дикие лошадиные концентрации антибиотиков. И вот это мы наконец-то поняли, в чем проблема. И вот сейчас есть решение, как порочный круг этот разорвать. То есть наши башкирские ученые сейчас отрабатывают механизм очистки этой вощины. То есть они научились, у них инновационная технология, я думаю, что ни одну докторскую они напишут на эту тему. Буквально в середине сентября будут результаты с немецкой и с японских лабораторий, где должны подтвердить, что они по факту частота эксперимента и воск очистили. И второй вариант, что вот этот воск нужно полностью убирать и брать экологически чистый воск там, из Германии, из Канады, и на этом новом органическом воске выстраивать все пасеки. То есть, этим вопросом занимаемся. Но есть опять риск, что кто-то будет использовать антибиотики и опять начнет накапливать. Это все есть, но сейчас на наших пасеках уже идет контроль, и в рамках Минсельхоза сейчас идет проект промышленное пчеловодство, то есть там уже не используются антибиотики. Поэтому есть очень большой шанс, что проект промышленных пасек, а это будет там порядка 10 тысяч пчел-семей, вот на этом массиве пчел будет уже производиться мед, соответствующий международным стандартам. Слушай, скажи, пожалуйста, а насколько преувеличена угроза антибиотиков? Они действительно настолько вредны для человеческого организма? Мне кажется, мы уже ко всему привыкли, там чего только нет, фенол, да? Нет, на самом деле мы ко всему привыкли, и тут уже шутки у нас профессиональные ходят, что это же здорово, там мед с антибиотиками 2 в 1 съел, и как бы там и профилактика там простудных заболеваний, да, вопрос другой, что весь мир идет по пути органического земледелия, органического сельского хозяйства, и у нас буквально, по-моему, в июле был принят Госдумой наконец-то закон об органическом земледелии. Просто это мировые стандарты, то есть мы либо входим в них, либо не входим. То есть, насколько это сказывается на здоровье человека и его там, дальнейших поколений, наследия, это вопрос глубокого изучения. Конечно, человек сразу не умрет и сразу не заболеет, если он съест такой мед, но если мир движется в этом направлении, что чистота продукта, то есть потребитель готов переплачивать за продукты питания, которые органически чистые, да, то есть, например, в европейских требованиях по органическому пчеловодству что-то запрещено, чтобы вокруг пасеки в радиусе, по-моему, 5 километров запрещено нахождение скот-могильников и вот этих сельских туалетов. О как. Даже вот так пчела не должна попадать и пить воду из туалета деревенского, понимаете? То есть, это же что-то значит. Соответственно, мы тоже должны к этим стандартам постепенно приходить. Скажи, пожалуйста, а вот в прошлом году, позапрошлом году очень активно обсуждалась тема сохранения бурзианской породы пчелы, и все говорили, что это вот там какая-то особый подвид, который, видимо, будет посвящен фестиваль, да, в субботу, который пройдет? Конечно, да. Но, тем не менее, мы слышим, что у нас пчеловоды разводят какую-то австрийскую, украинскую, северокавказскую. Узбекские, карпатские пчелы, да. Узбекские, да. Это плохо или это естественный процесс? Или нам на резервацию? Это естественный процесс, да, но здесь идет диалектика этих проблем, потому что, с одной стороны, вот эта так называемая бурзяночка, пчела, она очень агрессивна, она не миролюбива, то есть и с ней создавать промышленные пасеки, это практически невозможно. То есть нельзя работать в промышленном масштабе, а мы все равно идем к этому. То есть этот проект уже запущен у нас в Башкирии. Соответственно, промышленные пасеки комплектуются более миролюбивыми породами пчел. И этот процесс будет идти. Но
это наше все, это наша культура, традиции, ценности, то есть мы обязаны это сберечь. И, например, вот Бурзянский район, он уникален тем, что локализовано, там находятся заповедники, там вот по последним данным профессора Николенко, он каждый год мониторит ситуацию, там очаг этих пчел сохраняется, то есть соседние районы, они уже размыты, гибридизированы с вознимыми пчелами, соответственно, это последний оплот обороны, и мы его должны сохранить. То есть должны сохранить для нашего будущего, для наших потомков, для туристов в том числе, чтобы это было местом притяжения, где этот промысел бортевого дикого пчеловодства остался единственным в мире. Вот, соответственно, нужно найти золотую середину, чтобы мы ту же самую территорию республики локализовали, где можно, где нельзя, чтобы эти пчелы не соприкасались. У нас есть популяция в Бурзянском районе, бурзянской пчелы, и есть так называемая популяция тетышлинской породы, и ближе к северу, к Пермским краям, там еще очаг такой аборигенной пчелы, которая там находится. Вот эти очаги нам нужно обязательно сохранить, сделать какую-то буферную зону, не позволяющую приближаться возимым пчелам. Чем-то отличаются друг от друга? Они отличаются, да, они отличаются. Я только услышала агрессивно. А что значит агрессивно? Она мед не отдает? Она мед не отдает. Ну, агрессивная в том плане, что ты только начинаешь подходить к этому дереву, где у нее находится борть, да, она тебя уже там метров за 30 видит и уже пытается атаковать. То есть сложно работать с ней, особенно без экипировки полной, без перчаток, как любят наши пчеловоды. Европейцы вообще в шоке, когда видят, что мы работаем без перчаток. А миролюбивая порода пчелы, то есть она позволяет просто работать, и это меньше ужалений. И забирать у нее забирать мед, да. Короче, вот эта европейская, она понимает, какое будущее ее ждет. Да, а голодная смерть. Не уверена. Да. Ну, она очень много врагов, то есть и человек это не самый главный враг. То есть куницы, есть медведь, и только есть погодные условия, ураган, который может снести эти деревья с бортями, и только на 4-м месте человек, но она реагирует на все. Я вот прям зауважала нашу бурзянскую пчелу. Ну, такая серьезная. Тетышлинская, наверное, тоже не Да, ну мед получается очень качественный, то есть он намного качественный. То есть пчела за счет вот этих особых свойств, она больше насыщает ферментами своими, этот мед, он становится более ценный, полезный. И пчела по нашим погодным условиям, она переносит зимние температуры там, до минус 50 в Бурзяне. То есть это уникальные условия. Другие гибриды, другие породы этого сделать не могут. Ну, а скажи, пожалуйста, а у тебе удавалось каким-то образом вывести мед за границу и продать? Вот при том, что есть какие-то сложные условия с анализами, с антибиотиками, наверное, с таможней. Удавалось? Ну, мы 3 года успешно экспортируем в Китай мед, да, там и спрос там идет нарастающим таким итогом, то есть спрос очень большой. Сейчас все зависит от урожая, то есть китайцы распробовали именно наш липовый мед, они пошли на все наши условия, понимая, что этот мед дорогой. Вот вопрос только погодных условий, сколько мы можем собрать. Да, то есть есть опыт экспорта в США, опыт в Европу, та же Беларусь, Прибалтика, Украина, Казахстан, тот же самый Киргизия, поэтому это все хорошо. Но контрактов на самом деле намного больше в том же самом Евросоюзе. Все сдерживает создание лабораторий. То есть без лаборатории мы, как слепые котята, мы не понимаем, с каким качеством меда мы работаем. То есть мы не можем, бизнес не может подвергаться таким рискам, что туда отвезли мед со всеми документами, у нас все хорошо по нашим данным, а там выявили антибиотики и на полигоне все уничтожили сразу. То есть это для бизнеса это очень серьезные риски. Поэтому мы ждем, когда поставят лабораторию, дай бог это будет начало 2019 года, будем помогать отрабатывать методики, потому что я являюсь экспертом по этим вопросам, то есть мы взаимодействуем с QSI лабораторией Гамбург, с концерном Шимацу Япония, поэтому мы все заинтересованы, чтобы эта лаборатория как можно быстрее появилась, отработали методики, и мы начали с помощью правительства республики внедрять алгоритм, по которому ни один пчеловод Башкирии не сможет обойти лабораторное исследование в этой именно лаборатории, чтобы мы чистоту меда покрыли на всю территорию республики. Ну, классно, дай бог, чтобы все были уверены, потому что непонятно, то ли там есть антибиотики, то ли нет, то ли вредны они, то ли не вредны. Но бог с ним. Скажи, пожалуйста, по твоим наблюдениям, ты сколько лет занимаешься уже этим бизнесом? 15 лет. Как себя ведет спрос? Мне на самом деле это интересно, я и в анонсах указал. Он падает, он снижается, вот валовый такой, он остается стабильным, именно на мед, внутренний такой наш. Вот здорово, такая
чистый эксперимент сегодня. Я не видел анонса, я даже не знал, какие вопросы могут быть, не готовился абсолютно. На самом деле спрос, он растет. Он растет, хотя Россия, она является аутсайдером в области потребления меда на душу населения. Мы здесь очень далеки от лидеров, как Япония, там, где 19 килограмм в год на человека, или там Германия, там 8,5-9 килограмм, то есть у нас там меньше, там 2-2,5 килограмма, это, и то, я думаю, что не точные данные. Но спрос растет, это связано с тем, что, во-первых, есть культура здорового питания, то есть все равно эта тема сейчас развивается, пусть не так активно, как в продвинутом мире, да, в странах, но там здоровое питание, здоровое поколение, натурализация питания, опять же, там те же самые посты у верующих, это все дает эту толчок для того, чтобы мед стали больше потреблять. Второй момент – это все-таки спрос есть большой в других странах. Вот экспортная составляющая очень имеет хороший потенциал, потому что идет массовая гибель пчел последние там 10-12 лет во всем мире. Это связано с тем, что идет интенсификация сельского хозяйства, то есть уже не знают, какие технологии продвигать, там эти гербициды, всякие пестициды, то есть настолько все захимизировано, вся территория, вся почва, что пчелы просто там еле выживают. То есть там они борются за существование свое там, ну, очень серьезно. Там по 60-80% есть страны, где погибают пчелы ежегодно. Причем это современные страны. У нас с этим все намного проще, то есть есть потенциал для развития пчеловодства и потенциал для экспорта, что спрос очень большой. Если бы была лаборатория, мы бы просто, ну, может быть, там больше 80% меда экспортировали бы за другие страны. Ну, слушай, это еще и вкусно ведь. Это же да, такое разнообразие вкусов, оттенков. Да, да. Для гурманов это рай. Да? Плюс, опять же, вот еще хороший пример. Молодое поколение там уже привыкли ездить в Турцию, то есть для кого-то это стандарт отдыха, такого бюджетного, качественного отдыха, и там они видят эти, так называемые, восточные десерты, меда с орешками или там сахарный сироп с орешками, которые красиво выложены в этих баночках, и оттуда приезжают, пытаются найти здесь это что-то. И если вот у молодого поколения нет культуры потребления, им никто не приучил есть мед каждый день на столе, чтобы это была пиалка с медом, но они понимают, что это сладкий десерт. И вот сейчас вот этот сегмент тоже очень хорошо растет. Вот меда с орехами, с наполнителями. То есть таким образом потребление, хоть косвенно, субъективно, оно тоже увеличивается. Это мед. Ну, ты говоришь про масс-маркет, но на самом деле хороший качественный мед не может стоить дешево. Я как профессиональный потребитель меда, который, наверное, на уровне японца среднего его съедает, если не больше, он не может стоить дешево, так ведь? Совершенно верно, но опять же у нас есть проблема в том, что пчеловоды не умеют считать себестоимость своего меда, то есть непонятно, откуда берутся эти цены. Даже вот то, что башкирский мед стоит дороже других медов российских, ну, нет экономического обоснования для этого. Да, то есть, поэтому я надеюсь, что проект «Промышленное пчеловодство республики», мы очень надеемся, что будет увеличение тоннажа меда на выходе этого проекта, да, соответственно, мы будем больше популяризировать этот мед. Если будет больше меда на рынке, цена должна быть ниже, то есть это законный спрос предложения. То есть это тоже будет хорошим рычагом для того, чтобы мед имел адекватную цену. То есть я считаю, что башкирский мед все равно неадекватно продают по ценам, особенно на первых ярмарках. И если мед будет более дешевый, он будет более доступен для населения, население будет его больше потреблять. Может быть, но мне кажется, что он должен стоить дорого, и это нормально, и чем больше будет спрос, тем больше будет его цена, это мне кажется, абсолютно логично. Зарин, ты любишь мед? Или я люблю, но у меня аллергия на мед. Кстати, Сергей, как вот эта проблема аллергичности на мед, она... Вот если Зарина согласится, я готов на ней поставить эксперимент. Ну, под контролем врачей, там будет все очень, все без рисков здоровья, что мы подберем такой сорт меда, который полностью подойдет Зарине, да, то есть и вот эти все аллергические реакции, они уйдут полностью. То есть, может быть, первый будет этап такой, организм будет активно очищаться от шлаков. Ну, сейчас мы попрощаемся с нашими радиослушателями и уйдем в трансляцию YouTube и Facebook, прямую, Instagram, и продолжим разговор с Сергеем по поводу
уникальной технологии приучения организма к поеданию меда. Друзья, до новых встреч, до понедельника. А смотрите нас на Фейсбуке и в Инстаграме. Всего доброго.